Сюда проходите. Давайте обрабатывайте руки. Утренние фильтры на предприятиях снова становятся нормой. С началом учебного года они будут и в каждой школе, и в вузе. Причина – рост заболеваемости ковид. 3 недели назад число заболевших увеличилось на 8%, на прошлой неделе на 11%, за эту неделю уже на треть. Несмотря на прирост заболеваемости, на сегодня случаи регистрируются в легкой форме. 95% протекают по типу ОРВИ и бессимптомное течение. Все эти случаи не требуют госпитализации. У большинства заболевших зафиксирован штамм омикрон. Его разновидность кентавр лишь у 2%. В Минздраве отмечают, этот вирус не такой опасный, как предыдущий дельта, но татарстанцы все равно оказываются на больничных койках. В основном это пожилые люди с хроническими заболеваниями. Есть контингент пациентов, которые не обращаются в поликлинику, а самоходом идут в приемное отделение. Конечно, мы бы хотели этому контингенту населения сказать, что, дорогие друзья, это довольно серьезные риски, когда вы идете в условную инфекционную больницу, вот просто, знаете, провериться. Там потенциальное скопление больных людей, причем инфекциями не только ковид, да, там больше. Поэтому все-таки мы рекомендуем вот от такой практики, когда вот я решил съездить и провериться, все-таки отказаться. Что касается повторной вакцинации населения, с этим, по словам Владимира Жаворонкова, пока большие проблемы. Вакцина «Спутник Ви» есть и в достаточном количестве, но до медкабинетов пока дошла лишь малая часть жителей. Повторную вакцинацию прошло 379 234 человека. Должны ее пройти 1 528 308 человек. Этот факт, безусловно, заставляет нас, систему здравоохранения, и задуматься, и пребывать в неком тревожном состоянии с точки зрения не обращаемости населения, а с точки зрения именно тяжелых стадий заболевания, тяжелых степеней заболевания. Абсолютно точно доказано, что вакцинация от ковид серьезно очень влияет в сторону уменьшения на вот эти тяжелые формы заболевания. Эпидемиологи рекомендуют привиться сейчас нужно людям пожилого возраста, а не в группе риска. Если делали прививку ранее, то для иммунитета достаточно первого компонента спутника Ви. Других вакцин в республике не ожидается. В Казани привиться можно в поликлиниках по месту жительства. Также пункт открыт в торговом центре «Южный». Здесь можно вакцинироваться от ковид и от гриппа. Кстати, эта прививка сейчас обязательна для работников сферы образования. При ее отсутствии, как заявили в Роспотребнадзоре, могут даже отстранить от работы. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.